Римма Ильсуровна, здравствуйте. Здравствуйте. Государственный фонд «Защитники Отечества» начал свою работу 3 месяца назад. И хотелось бы немножечко окунуться в историю. Как все начиналось, с какими вопросами вы сталкивались и как вы их решали? Конечно, было сложно. Было сложно нам, было сложно бойцам. С семьями тоже было сложно. Было очень много вопросов и у них, было очень много вопросов и у нас. Были разные вопросы. В основном это все-таки получение удостоверения ветерана боевых действий, получение выплат по ранению. Очень многих ребят волновало, что где-то не сразу, где-то не в полном объеме, возможно. Вот. Семьи волновали льготы по детям, естественно, то есть поступление в садики, в школы, какие-то дополнительные выплаты на детей. Какие изменения произошли сейчас? Может быть, какие-то вопросы уже сошли на нет, а какие-то, наоборот, стали острее? Кто помогает вам их решать? Каждый вопрос, он уникален. Бывают такие ситуации, когда у бойца нету того или иного документа, у семьи не хватает того или иного документа, и приходится иногда ждать эти документы. То есть мы понимаем, что должно личное дело дойти. То есть раньше у нас не было немножко вот этого понятия, как идет ход документов, в принципе. То есть сейчас мы уже выработали алгоритм и знаем уже, как это и должно быть. Одной семье мы, например, помогли получить телефон погибшего сына. То есть очень долго не мог он до них дойти. В итоге мы отправили письмо командиру части, и, наконец-то, вот семья на днях получила этот телефон. Хочется узнать, как вы выстраиваете свою работу с бойцами СВО, с их семьями. Сложно ли это и как вы находите точки соприкосновения? Конечно, мы работаем в проактивном формате, то есть это обязательно, потому что семьи погибших ребят, сами понимаете, они находятся в разной стадии горевания, то есть не все готовы, в принципе, идти на контакт, и людям очень сложно приехать в фонд, что-то рассказать, что-то как бы себя даже показать, поэтому мы стараемся к таким семьям выезжать, то есть чтобы это было немножко такой формат общения на дому, чтобы им было проще, легче, потому что нам не сложно, нам только познакомиться с ними надо, да, и по возможности узнать, какие у них есть вопросы, какие есть проблемы, все, что мы можем решить, стараемся решить, конечно. Новый день – это, конечно же, новые вызовы, но за это время вы, наверное, уже выработали определенный алгоритм действия, определенную стратегию. Вот расскажите, пожалуйста, как сейчас работает фонд и как он будет работать? Да, выработаны алгоритмы, вроде есть понятие какое-то, как работать с человеком, что можно говорить, что нельзя говорить, что нужно сказать, как поддержать. Но бывают такие моменты, когда приходит опять новая семья, новый боец с новым каким-то запросом, и ты понимаешь, что ты по-прежнему маленький котенок, который опять же барахтается, и вопрос этот нужно решить здесь и сейчас. И мы также пытаемся найти новые пути, новые алгоритмы решения уже нового вопроса. Римма Ильсуровна, я вас благодарю за интересную беседу. Желаю вам только успехов в работе и большого терпения. Спасибо большое.